Добрый день, уважаемые абитуриенты! Мы приветствуем вас на презентации магистерских программ Института физической культуры и здоровья человека. Это один из новых уникальных институтов, который готовит кадры для спортивной сферы и системы образования. Меня зовут Гульгина Багаудинова, и сегодня я помогу вам поближе познакомиться с магистерскими программами нашего университета. Мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы к нам в чат. Мы их зачитаем в конце эфира. Сегодня с нами Костырев Александр Юрьевич, директор Института физической культуры и здоровья человека; Юламанова Гузель Миняхметовна, заведующая кафедрой теории и методики физической культуры и спорта, а также Кензиблатова Лиана, бакалавр 5-го курса Института физической культуры и здоровья человека. Добрый день, здравствуйте. 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 Думаю, мы можем переходить к вопросам сразу же, так как время нашего эфира ограничено. Я вот знаю, что наш Институт физической культуры и здоровья человека готовит спортсменов по разным видам спорта. И какие же программы вы открыли для них в этом году? В общем, сейчас вам повезло. Сейчас все, не только физкультурники, а все должны присоединиться, кто заканчивает бакалавр и физмат, но имеет отношение к физической культуре. Мы всех приглашаем, не обязательно наших выпускников. Учителей, которые работают по предмету физической культуры, ну и вообще специалистов в нашей области, которые работают. Почему? Потому что если ты пойдешь в магистратуру, то тебе, конечно, достанется будущее управление. Магистр, когда выходит, он уже может стать и директором школы, детско-юношеской спортивной школы, и руководителем какого-то предприятия, директором СОКа и так далее и тому подобное. Здесь, конечно же, очень широкий спектр развития. Ну и вообще сейчас у нас физическая культура это в тренде, поэтому я не только наших выпускников приглашаю всех выпускников, всех бакалавров, не только с нашего института и университета, но и вообще с других факультетов и университетов, и авиационный, нефтяной, БГУ и так далее и тому подобное. Мы ждем магистратуру на наши две специальности. Ну, наверное, я, раз уж взял слово, я расскажу, что на дневном обучении у нас будет открыта магистратура под названием инновационные технологии физической культуры и спорта, а на заочном у нас название чуть-чуть другое. Почему другое? Потому что там два спектра. Там мы объединяем безопасность жизнедеятельности, медицину и физическую культуру. Поэтому название у нас звучит следующим образом: физическая культура и здоровье человека. Вот у нас многие магистранты и да и вообще студенты показывают какие-либо спортивные достижения, добиваются успехов. Есть ли сейчас наши магистранты, которые уже успели стать какими-либо чемпионами, может быть, директорами каких-либо организаций? Ну, я могу сказать, что самый элитный у нас выпускник в том году буквально выпустился, это Эдуард Латыпов. Член сборной России по биатлону. Наверное, все зимой биатлон смотрели, да, и видели, что сборную России вытаскивает именно этот знаменитый биатлонист и спортсмен сборной России. И, естественно, когда я сижу и болею за телевизор, я понимаю, что это мой студент бежит. И когда он выигрывает эстафету, и вся страна вскрикивает, встает с диванов и радуется, то радуется не только наш университет, а вся страна. И мы гордимся такими нашими выпускниками. Он, кстати, хорошо учился, приезжал, все вовремя сдавал и диплом с отличием защитил. Здорово. Да, я думаю, что у нас таких достаточно много. У нас вот сейчас бакалавры выпускаются, к сожалению, не все, наверное, могут подключиться, но мы выпускаем членов сборной России. Вот сейчас Дивеев, он на сборах у Черчесова по футболу находится, и мы все будем болеть через месяц за нашу страну. И в частности за этого футболиста, который учится на бакалавриате, и мы хотим, чтобы он поступил в магистратуру. Он уже планирует, наверное, поступить? Ну, я думаю, что он хоть и не запланирует, мы все равно его возьмем, никуда не денется. Вот. Элитных достаточно много спортсменов, о них можно долго и упорно рассказывать, но вот я остановлюсь на самых ярких событиях. Здорово, здорово, спасибо. Поговорим о бюджетных местах. Сколько их в этом году? И что нужно сделать, чтобы поступить на бюджет? Хорошо, ну у нас, я скажу, что 16 бюджетных мест, как правило, в принципе, конкурс не очень большой, где-то 2 человека на место, скорее всего, и в этом году мы планируем так. 16 на дневном обучении, 16 на заочном. В общей сложности, значит, 32 бюджетных места. Но еще раз повторю, у кого есть тяга к безопасности жизнедеятельности или к медицинскому профилю, лечебная физическая культура, адаптивная физическая культура, те, конечно, проще на заочку поступать, и там они получат за одну магистратуру 2 направления. А на дневном обучении мы приглашаем действующих спортсменов, которые до сих пор играют, выступают за свои сборные. Ну и с тем условием, чтобы они выступали за наш вуз. Мы очень хотим, что у нас, допустим, есть гандбольная команда, половина Суперлиги,
Они у нас учатся, и вот сейчас выпускаются некоторые магистранты, гандболисты, и поступать будем, мы ждем этих ребят. Конечно, им сложнее намного учиться, но тем не менее мы идем навстречу, мы помогаем тем спортсменам, которые действительно защищают честь нашей Родины. Ну, сейчас даже для великих спортсменов очень удобно получается, что дистанционный формат обучения мы опробировали, и он очень, очень хорошо идет, и поэтому самые выигрыши остаются те, кто у нас учится на великие спортсмены, выдающиеся спортсмены, которые постоянно на сборах, и мы их теперь видим непосредственно уже при дистанционном обучении. Очень хорошо, поэтому всегда, пожалуйста, приходите, поступайте к нам в магистратуру. Да, я даже скажу, что в том году у нас биатлонист заканчивал, забыл как фамилия, он тренер сборной Китая молодежной. Ого, то есть он сейчас живет. Давай вспоминай. То есть он сейчас живет и работает в Китае. Да, он работает в Китае, на китайском языке разговаривает. Я его приглашал в магистратуру, он говорит, я год пока подожду, потому что мне не совсем удобно. Вот. С китайской молодежной сборной, он биатлоном занимается. Ну и вот в этом году, скорее всего, еще раз будем с ним созваниваться. И он защищался из Китая по дистанционке свой диплом. Ну, я ему сказал, подавай также дистанционно документы и учись. Также, пожалуйста, мы готовы программы предоставлять в дистанционном образовании. Выступает, играет, тренирует, ну и в то же время вечерами работает. Здорово, здорово. Если ты нас смотришь, то мы передаем тебе большой привет. Да, всему Китаю и, в частности, мы не вспомнили фамилию. Бывает и такое, Что да. ж, давай, Лен, поговорим с тобой. Ты учишься на 5-м курсе бакалавриата. Собираешься ли ты поступать в магистратуру? Да, я собираюсь поступать на очное отделение, потому что у меня 5-й курс, у меня направление двухпрофильное, но я хочу больше по физкультурному направлению заниматься дальше. Потому что я отучилась 5 лет, также с этим преподавателем хотелось бы дальше еще поработать и получить это образование. Я знаю всю структуру нашего вуза уже, я не только студент, я еще председатель студенческого совета. И как бы я еще хочу продолжить эту работу. И, допустим, зная наших преподавателей, и как на студентов, магистрантов, которые у нас учатся, разговаривая с ними, очень много таких предметов, которые интересны и дают определенные знания, которые хотела бы я узнать и работать дальше. Не работать в школе просто преподавателем, а получить звание повыше, там директор, как говорится, даже в университете, чтобы работать с званием, с дипломом бакалавра, это не получится. Так что хотелось бы учиться у нас. А в какой сфере ты бы хотела бы развиваться в будущем? Также с физкультурной сферой. Я просто занимаюсь спортом, и для меня эта сфера, она близка мне. И я хотела бы дальше... А каким видом спорта? Лаптой. Мастер. Лиане буквально недавно присвоено звание мастер спорта России. Она многократная чемпионка России, Кубки России выиграла, поэтому постоянно на сборах, на соревнованиях часто, не постоянно, а часто ездит. И вот, наконец-то, пришло постановление о том, что она мастер спорта. В будущем, после магистратуры, уже практически можно документы подавать и доцентом быть, преподавателем в вузе. А какие преимущества и перспективы ты видишь для себя? Ну, смотря на наших выпускников, которые заканчивали магистратуру, очень много директоров спортшкол. Многие студенты наши где-то работают, имеют высокие звания. Даже наши преподаватели какие-то, которые заканчивали, они сейчас доценты, кто-то кандидатами наук становятся. Многие работают со студентами, какие-то гранты кто-то выигрывает, дальше работает. Даже на кафедре безопасности деятельности, как на кафедре теории и методики, у нас на всех кафедрах есть на кого равняться, как и на студентов, которые выпустились. А для себя ты уже решила, кем хочешь стать в будущем? Ну, на данный момент как бы не занимать какую-нибудь высокую должность. Когда ты учишься на такое, как не хочешь сидеть внизу где-то. Здорово. Удачи тебе. Давайте поговорим про стипендию. Получают ли магистранты стипендию и предоставляется ли им общежитие? Давай. Да, вот я просто хочу сказать, видите, у нас Лиана, когда пришла на первый курс, она 2 слова связать не могла, а сейчас говорит ярко, хоть на телевидении, хоть куда можно. Поэтому мы готовим не только руки и мышцы качаем, мы готовим и голову, и язык тоже, и все остальное. Поэтому сейчас это ее блог, она хорошо расскажет. Пожалуйста. Про стипендию расскажу я, как председатель студенческого совета. Магистры, которые поступят на бюджет, они также будут получать стипендию. Они также могут получать повышенную стипендию и еще социальную стипендию. В общежитии их заселять будут так же, да, как остальных студентов. Расселение будет также по документам. Все это будет выкладываться, когда приемная комиссия пройдет, их уже скорректируют туда и направят. И про стипендии также мы расскажем уже 1 сентября, как я сама поступлю, также сама все расскажу. Отлично. А, уважаемые зрители, но мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы к нам в чат. Мы ответим на них в конце нашего эфира. Что будет на экзамене и к чему вообще готовиться?
Ну, я хочу рассказать немножко про экзамены. Экзамены у нас будут в дистанционном формате онлайн. То есть также у нас будут билеты раздаваться. Билеты, вы будете брать билеты и отвечать на эти билеты. В каждом билете по 2 вопроса, и билетов 15 билетов будет. Сначала это будет устный, вы будете готовиться 20 минут. После этого вы отвечаете, и мы уже, комиссия выставляет оценки. Это у нас будет устный экзамен. Это для чего сделано? Для того, чтобы мы вас увидели, с вами познакомились, уже непосредственно знали, кто к нам придет в магистратуру, какие люди, какие знания, какой уровень знаний непосредственно уже видно. То есть мы в прошлом году у нас тестирование только было, и поэтому мы вслепую вообще не знали, кто, как, какие студенты к нам пришли, кто это такие, поэтому очень они сложно. Ли отвечали, они ли отвечали, не они ли интернет. отвечали. У нас получилось очень много на заочном обучении, очень много пришли с образованием юридическим. У них даже никакого базового физкультурного и представления нету об этом образовании, поэтому они просто сдали, получили тестирование и получили 90, там, 80. От 90 до 100. Да, от 90 до 100 баллов. Там у нас был бешеный конкурс на магистратуру заочную, потому что очень... 60 бюджетных, 60 мест было. 16. Нет, 60 заявлений было. 60 заявлений, и там 16 конкурс был бешеный. У всех были от 95 до 100 баллов, все ответили. И поступили те, кто 99, у кого юридическое образование и экономическое образование. То есть сложновато было. И поэтому мы решили в этом году сделать действительно так, чтобы посмотреть, кто, как и какие вопросы отвечать. Потому что очень много действующих спортсменов, людей, которые в сфере спорта, они ориентируются в вопросах, с ними можно побеседовать, интересно узнать уже вот именно вот в этом онлайн-формате. И второй экзамен у нас будет письменный. Мы будем в форме реферата, будут также в сфере физической культуры и спорта, все тематика вот это вот будет, второй экзамен. И мы будем рады вас видеть и в дистанционном формате, а потом уже, когда вы к нам придете, естественно, тоже будем рады вас. Да, но я добавлю, что реферат нужен для того, что это все-таки магистратура, а раз магистратура, это значит более научный подход, не практика ориентированный как бакалавр, да, а уже теоретический подход, и поэтому мы должны видеть, как магистрант, который хочет стать, вот мне Ляна понравилась, наверное, да, как сказала, что она хочет быть в будущем руководителем. Действительно, вот магистратура для таких и нужна, что люди, которые себя видят впереди, умеют управлять другими людьми, владеют психологической насыщенностью, умеют писать статьи, научные рефераты, все. Вот для них магистратура и нужна. Поэтому мы будем проверять по рефератам, которые будут слушатели к нам идти, будем смотреть, как они ориентируются в научной области. А вот если человек не имеет каких-либо спортивных достижений, он может поступить в магистратуру? Конечно, это тоже, да, это не важно, имеет он, не имеет, мы зовем всех, и учителей физической культуры, и просто с других направлений, с других университетов, вопросов нету никаких. Самое главное, чтобы был подкован в нашей области, потому что если приходит юрист и скажет, давайте я вот любое законодательство знаю, нам-то зачем это? Мы понимаем, что этот человек законодательство знает, а в области физической культуры он сразу принесет травму при первой же тренировке. Дети пришли, он говорит, так, все, побежали. Ребенок должен размяться, все группы мышц размять. Вот если эти базовые знания есть у человека, мы сразу это поймем. А если этих базовых знаний нету, нам трудно приходилось. У нас были и такие, которые занимались цветами, допустим. Женщина пришла, а я говорю, зачем вам нужна магистратура? В будущем я хочу директором школы стать. А сейчас вы кто? Я цветы продаю сейчас. Но я понимаю, что цветы это одно продавать, да, а работать с детьми и тренерской деятельностью заниматься это совсем другое. Поэтому если она цветами занимается, продает эти цветы, но хочет в магистратуру поступить, то она должна что? Начинать с базы. Конечно, надо базу, надо учебники почитать, хотя бы знать, что такое ОФП, что такое СВП, что такое ловкость, гибкость, сила и так далее и тому подобное. Вот в этом и прелесть. Если даже он не знаменитый спортсмен, если он не знает, но подкован, видно, что начитан человек, мы с удовольствием такое возьмем. Хотелось добавить, у нас очень много на заочном обучении обучаются те люди, которые работают в фитнес-клубах. Им сейчас образование обязательно физкультурное, и они поступают. Люди грамотные. Еще тренеры тоже с художественной гимнастики в прошлом году. Тэквондо, кто ведут, тоже тренерами работают. Не работают тренерами, они просто хотят тренерами работать, и поэтому они к нам поступают. То есть увлеченные люди вот эти поступают к нам. Ну а сейчас на экране мы можем, наверное, вывесить нашу программу направлений. Можно нам тоже на экран вывесить, пожалуйста?
Дадите нам пару комментариев? Да, конечно. Вот, пожалуйста, если вы видите, что по 44-й специальности 01 у нас инновационные технологии в физической культуре и спорта. Бюджет мы 11 планируем и 14 человек планируем на коммерцию. То есть коммерция тоже рассматривается. Пока цены неизвестны, сколько будет стоить. Ну, на дневном всегда больше стоит, чем на заочном. Вот 14 человек, чтобы группа у нас была рентабельная в 30 человек. И, естественно, это те люди, которые должны ходить на занятия. Занятия проходят у нас, в принципе, тоже, знаете, так удобно. Во второй половине дня, то есть если в первой половине дня уже магистрант работает где-то, обычно уже все на работу устраиваются, то во второй с 4 часов у него начинается лекция и практика. Обычно это научная деятельность и так далее и тому подобное. Что все, что связано с наукой, с методикой, с технологиями и так далее и тому подобное. Вот. Ну а на заочном обучении у нас также 16 бюджетных мест, и мы будем набирать 14 коммерсантов. Те, которые не смогут пройти на бюджетной основе, они могут оплатить свое обучение и заниматься именно в этом режиме. Тоже 30 человек. Там я еще раз хочу повторить, что чуть-чуть другая программа, там не чисто физическая культура, мы так и назвали физическая культура и здоровье человека. Почему? Потому что там больше еще будут еще предметы, которые направлены на оздоровление, оздоровительные технологии, так скажем. И еще хотела добавить, за 27 числа у нас будут очные представления инновационной технологии физической культуры и спорта. Это с 14 часов на факультете физической культуры. Пожалуйста, приходите, кого-то интересуют, если вопросы, воочию поговорим, увидимся и представим более подробно нашу магистерскую программу. Да, во втором корпусе 206 аудитории в 2 часа дня. Да. Подробнее вы с направлениями Института физической культуры и здоровья человека можете ознакомиться на нашем официальном сайте bspu.ru в разделе для студентов, для бакалавра, для магистратуры. Также давайте поговорим про... Никто вопросы не задает, да, не хочет. Почему-то тут мы сидим, волнуемся, ждем. Подготовились, столько готовились 2 недели. Давайте поговорим про причинах. 5 причин поступить в магистратуру в Институт физической культуры и здоровья человека. Вот так будем. 1, 2, 3, 4 и 5 я закончу. Пожалуйста, первая причина. Первая причина. Кто хочет быть руководителями, приходите к нам в магистратуру. Вторая причина. Это если ты хочешь повысить свой уровень научный, то приходите в магистратуру. Для каждого человека в нашей жизни нужно высшее образование. Думаю, высшее образование, которое получили бакалавриат и магистратура, всем нужно. Нужно учиться. Учение, свет. Третья причина, четвертая. Если ты хочешь быть здоровым в течение всей жизни, прикладные знания получить в магистратуре, это тоже дается. И на будущее для себя, для своих детей, для своих родителей. Они будут здоровы, счастливы и такие же красивые, как мы. Да, действительно, физкультура – это только красота. Ну и, как говорили классики, век учись, век живи, век учись. Поэтому хочешь быть здоровым, сильным, умным, надо учиться продолжать учебу. Отлично, спасибо большое. Вот такие 5 причин. Также я бы хотела поговорить, что я слышала, что Институт физической культуры и здоровья человека является хорошей базой для подготовки спортсменов. Что можете рассказать об этом подробнее? Ну, это я могу вам рассказать, что у нас очень шикарная инфраструктура, она не только у нас в республике, но и в Российской Федерации. Какой университет имеет 2 бассейна? Наверное, нету в стране у нас такого. У нас вот есть 2 бассейна, один на Коммунистической, другой на Сокиев-Перовской, 25-метровые бассейны, около 6 спортивных залов, включая, естественно, эти же бассейны, где есть. То есть у нас достаточно хорошие фитнес-технологии, можно и в бассейне «Буревестник», и на Софье-Перовской заниматься, и в спортивных залах. У нас спортивные залы, небольшие хотя, но созданы еще и в общежитиях. Там тоже могут студенты себе позволить. Да вообще, я, честно говоря, вот сейчас смотрю, да, все болеют, чихают, кашляют. Вот никто бы так не кашлял, не чихал, если бы все занимались бы утренней гимнастикой, ходили бы в спортивные залы. Раньше поколение намного лучше было и сильнее. Из-за чего? Из-за того, что двигались много. А сейчас мы двигаться мало стали, все за компьютерами сидят, за телефонами, даже во время занятий смотришь, прямо оторваться не могут. Я даже исследование провел, сколько раз в телефон заглядывает студент. Никогда сами не чувствовали? Нет. 20 тысяч раз за день.
Вот тыкают, раз, о, пришло сообщение, пришло сообщение. И вот так вот это самое. Но это не мои исследования, естественно. Я привожу пример, когда я выступал на телевидении на красной кнопке, и там задали вопрос, а сколько раз человек, который часто зависим от телефона, заглядывает туда? Вы представляете, сколько раз внимание переключается к этому? Так вот, вместо этого 20 раз, в которые они заглядывают, лучше в спортзале побольше бы занимались бы. Это намного здоровья больше приходило. И намного меньше болели бы мы всякими болезнями. Да, конечно, спорт, здоровье. Да, Но правильно. мы перейдем, давайте, к вопросам, они тут к нам пришли. Будет ли представляться возможность написать мотивационное эссе при поступлении в магистратуру? Вот такой вопрос. Такой нет, конечно. Мы же сказали, что у нас два предмета, два направления будет. Одно классическое, это экзамен мы будем прослушать. Вот так можете там свое мотивационное эссе нам рассказать дополнительно. То есть вопросы вначале раскроете, а потом уже можете сказать. А когда реферат будете сдавать, пожалуйста, это приветствуется, если вы не только по какой-то теме, а лучше всего по своему направлению. Я так понимаю, что Авдеев Никита это у нас страдал, да, акробатика, аэробика, ушу, да, пожалуйста, в этом направлении. Мне всегда нравится, когда студент разбирается в своем области. А то спрашиваю, чем занимался? Он говорит, легкая атлетика. А у тебя выпускная коллекционная работа какая? По плаванию. Ну, и я сразу понимаю, что... Гимнастика понравилась почему-то. Да, вот в своем направлении, если ты силен, развивайся, я всегда только за это. Также у нас вопрос, как получить справку о том, что собираешься поступить в магистратуру после бакалавриата? Давайте я отвечу на этот вопрос. Здесь тебе надо будет подойти в деканат. Не подойти, я сама тебе отвечу, напишу в беседе, что надо сделать. Отлично. Также вопрос, приблизительно какая цена коммерции на магистратуру? В этом году еще не дали. Сказали, что Москва спустит нам коммерческие цены 30 мая. Поэтому мы пока не знаем, только можем ориентироваться по прошлому году. Ну, в прошлом году где-то 180 тысяч было на дневном обучении. Действительно большая цена, я считаю, что на заочке, по-моему, около 60. Нет, 30, 38, что ли, где-то так. Хотя повышение. Ну, это прошлый год, я уже подзабыть могу. В этом году пока нету цены, мы ждем. Поступайте на бюджет, у вас есть Да, возможность. поступать на бюджет не надо сейчас о коммерции говорить. Также пришел Булат вопрос, Байгилин, да. сроки подачи заявления для поступления еще неизвестны. Ну ты диплом еще не получил, ты подавать, наверное, с дипломом со своим будешь бакалавриат. Вот после 7 числа там, скорее всего, где-то вручение в этих числах будет. Диплом получишь и пойдешь в Сразу приемную же комиссию. Сразу туда пойдешь. Да, я тоже предлагаю. Вот только получили диплом и сразу перекладывайте туда. 14-го, по-моему, открывается у нас. С июня работает, но для школьников она работает раньше всего. Ну что ж, я думаю, что уже у нас завершились вопросы. Или это ваш блог? К сожалению, время нашего эфира тоже подошло к концу. Вопросы нам только в конце начали появляться. Мы только разговорились. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо большое нашим зрителям, что смотрели нас. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы, конечно же, можете написать, позвонить, найти интересующие ответы на ваши вопросы на нашем официальном сайте bspu.ru. С вами был Институт физической культуры и здоровья человека. Ждем вас в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы. Магистратура Института физической культуры – это ваш выбор.